В эфире «Актуальное интервью», в студии Полина Долинская. В эти дни в Якутске предстоит дополнительный отбор для подготовки к поступлению в Щукинский театральный институт. О конкурсе, о подготовке кадров и о тонкостях актерской профессии мы сегодня будем говорить с Дмитрием Трофимовым, заслуженным артистом Республики Саха-Якутия, ведущим актером Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, выпускником второго набора якутского филиала школы-студии МХАТ. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, проблема с кадрами, насколько она сказывается на сегодняшней деятельности театра? Ну вот смотрите, если, допустим, какой-то театр, который находится, хотя бы в средней полосе России, имеет доступ к ведущим вузам Москвы, Санкт-Петербурга, и у них волей-неволей происходит ротация кадров, у нас в этом плане возникает проблема, потому что у нас большая удаленность, мы живем в национальной все-таки республике, и у нас вот такой вот возникает кадровый голод. Поэтому, если вы знаете, у нас в театре работают приглашенные артисты, и мы нуждаемся в кадрах, которые мы выращиваем здесь, на базе какого-нибудь желательно крутого вуза, в данном случае это имени Бориса Щукина. А почему выбор пал именно на Щукинский институт? На Щукин, видите, есть три, на мой взгляд, элитных института. Это МВТУ имени Щепкина, это вот яркие представители Саха-театра у нас этого института. Есть школа-студия МХАТ имени Владимира Ивановича Немировича Данченко, вот представителем которого являюсь я и директор наш Сан Саныч Лобанов. Есть имени Бориса Щукина, собственно говоря. Но все мы родом из Щепкинского театра на самом деле. Это три самых крутых института. Попасть в один из них, это вот как бы для театра великое благо. Тем более там, насколько я понимаю, будет энное количество людей, профессионалов, которые пополнят. Дай бог, чтобы все сложилось. А как вообще будет проходить отбор и к тем, кто хочет пройти конкурс, к чему им быть готовыми? Вот смотрите, сначала мы заявляем о том, что мы хотим посмотреть на ребят. Это как бы кандидаты в абитуриенты, на самом деле. Это еще ни о чем не говорит. Приходит какое-то количество ребят, на которых мы смотрим. Кому-то мы рекомендуем: приходите, оставайтесь, готовьтесь к экзаменам. Кому-то мы честно говорим: подумайте хорошо. Это субъективно, конечно, понятно. Талант — это вообще вещь такая субъективная. И, возможно, мы в ком-то ошибаемся, но тем не менее, вот на наш вот субъективный взгляд, кому-то мы отказываем. Говорит: вам, может быть, не стоит находиться здесь у нас. Но там какие качества? Должна быть дикция хорошая. Допустим, какие-то внешние данные мы рассматриваем, потому что это тоже важно, потому что фактура на сцене тоже очень важна. Большой, высокий, там, допустим, маленький, худой, разные фактуры, в зависимости, что нам в театр в ближайшее время может понадобиться, или что у нас есть, чего-то не хватает, допустим. Вот. Не в обиду, скажем так, другим национальностям, нам нужны лица славянские, потому что русский театр, мы нуждаемся вот в данный момент с этими лицами. Но есть такой момент, когда приходят ребята, скажем так, Саха, и мы видим, что это ребята одаренные, мы не отказываем им заниматься в нашей студии, потому что есть, допустим, другие какие-то институты, в которые они смогут поступить, пополнить, скажем так, труппу другого театра, скажем так, ТЮЗ или тот же Саха-театр, потому что рука не поднимается сказать: ребят, там нет. Поэтому, в общем-то, ждем мы разных ребят. Ждем из Мирного, ждем из города Нерюнгри, ждем Алдан, Ленск, Алекминск, Якутск, естественно. А вообще сама актерская школа, отличается ли она от той школы, которую, к примеру, проходили вы? Вы знаете, все в принципе похоже, на самом деле все похоже, просто есть какая-то направленность у определенной школы на какой-то рисунок. Допустим, «Щука», она затачивается на острый характер, на острый рисунок. Это ближе к Михаилу Чехову, наверное. Те, кто понимает, кто знает, о чем я говорю, те понимают. МХАТ — это другая история. Я в предлагаемых обстоятельствах роли, а если ты выпускник Щукинского училища, ты можешь быть и не я в предлагаемых обстоятельствах роли, а придумать себе какой-то понравившийся образ и его просто-напросто в него влезть. Круто, когда ты умеешь и то, на самом деле. Просто Михаил Чехов когда-то дописал то, о чем писал Константин Сергеевич. То, что не успел Константин Сергеевич сделать, его любимый ученик Михаил Чехов это дописал, и вот можно пользоваться двумя системами, я считаю, на мой взгляд. Вот. То есть вот в «Щуке» такой вот зазор между «я»
и твоим персонажем. В Амхате пытаемся слиться, вот как бы в школу-студии с этим персонажем. Ну, вот так вот, если грубо, условно. А как вы пришли в актерскую профессию? Ну, вы знаете, случайно я как-то по телевизору услышал от одного актера, что в театр не приходит, в театр попадает. Но вот у меня получилась такая ровная история. Я в театр попал случайно. Я попался на глаза Козловскому Юрию Николаевичу, Царство Небесное, который занимался как раз отбором филиала школы-студии МХАТ, второй набор был. И мы с ним долго-долго разговаривали. Я не собирался поступать абсолютно. Мне просто было интересно поговорить с таким вот человеком из мира искусства. И он сказал: у вас есть большие шансы, что вы поступите. Я даже рот почти уже открыл, хотел сказать, а я не собираюсь поступать, мне просто было интересно с вами поговорить, но вот ничего не сказал. Он дал мне ручку, бумагу: пишите заявление с просьбой о допуске вас к экзаменам, готовьтесь. Я потом что-то готовил, чего-то показывал. Когда пришел уже на показ, я, честно говоря, я очень сильно зажался. Я увидел вот этих вот всех талантливых ребят, а это был для Якутска очень большой, скажем так, было мест мало, а людей было много. То есть 10 человек на место для Якутска — это очень много, на самом деле, для филиала. Я подумал, я зря, наверное, погорячился, сюда пришел, потому что мне казались все талантливые, все гениальные. Но в итоге я поступил с неплохим проходным баллом, что-то во мне увидели. Вот Андрей Исаевич Борисов, в частности, мне помог на экзамене раскрыться, вот, какой-то темперамент из меня вытащить. Ну, определенные режиссерские какие-то были подсказки, он тоже сидел в комиссии. Ну, я вот показался, я так понимаю, с хорошей стороны. Но вот стал студентом. Потом все это дело очень сильно полюбил. В итоге вот это, считаю, дело всей моей жизни. Дмитрий, вы сейчас востребованы не только в театре, но и в кино. Расскажите о работе в сериале, недавно вышедшем на телеэкраны. Я так понимаю, вы, наверное, ученица Мессинга, скорее Да, всего, этот конечно. сериал, потому что крайний раз я там мелькнул. Насколько я понимаю, это вот автор этой всей драматургии, литературной основы Ольга Мигунова, которая когда-то была здесь, в Якутске, потому что там присутствуют якутские мотивы, но, как я понимаю, неправильно они отражены, на что наши местные очень сильно ругались, сетовали, что неправильно показывает народ Саха. Я с ними совершенно согласен. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что был объявлен кастинг в такой-то фильм, а так как я жил в городе Санкт-Петербург, я, конечно, подавал в кастинги, я участвовал в кастингах, я принимал участие в каких-то там съемках, в сериалах, там, полнометражных картинах. Ну и этот кастинг я не обошел, мне позвонили: приедьте, на вас режиссер хочет посмотреть. Режиссер, который снимал раньше «Улицы разбитых фонарей», ну так вот для информации. Я приехал, показался, ну, вроде бы подошел фактурно. Была назначена потом И был назначен еще один показ на камеру уже, с хлопушкой, со звуком, все по-взрослому было сделано. Приехал на фильм с выученным текстом, соответственно, с эпизодом из фильма. Отсняли, посмотрели, да, утвердили на роль. Потом была еще репетиция, там все было серьезно, это Первый канал. А потом уже были назначены день съемок. Ну, там все утрясают с графиком, чтобы у артистов все срослось. Кто-то в театре занят, у кого-то антреприза, у кого-то еще какие-то могут быть дела. И вот когда все срастается, все потом приходят счастливые и снимаются. Вот так попал я в этот сериал. Еще одна новая работа в кино – это фильм о войне «Рядовой Черен», который скоро выйдет на экраны. Расскажите, эта работа, чем она была для вас интересной? Самое интересное, что это уже, вот, чтобы не соврать, вторая или третья попытка экранизации этого произведения. Его уже пытались воссоздать, перенести на кинопленку, но как-то не получалось, не срасталось. И я в одном из предыдущих попыток воплощения это все на пленку, я участвовал тоже. Я снимался в этом фильме, но там что-то не сложилось, там все поменялось, фильм забросили, отдали материал Диме Кольцову, этот режиссер, который снял потом уже окончательную версию. Он не смог это смонтировать, решил просто переснять фильм. Я тогда еще жил в Питере, он позвонил: Дим, ну вот там мы будем переснимать, у тебя была роль, давай все по-новому. Но я уже вернулся в свой родной театр, стал работать, еще проще стало. Мы поработали. У меня там такой и есть персонаж Шагуров, это разведчик, такой суровый. Мужчина, который вот с такой же бородой, как сейчас, и мне задают вопрос: почему не бреешься, ну, солдат. Я говорю: вот одно дело хорошее сделаю и побреюсь. Я потом в кадре бреюсь, потом совершаю подвиг определенный. Ну вот, это фильм о подвиге, это фильм о наших земляках,
А Саха, насколько я понимаю, это персонаж такой якутский Василий Теркин. Там много интересных историй будет, я спойлерить не буду. Я думаю, что 30 апреля люди придут и посмотрят. Хочется, чтобы это получилось хорошее кино, потому что я фильм не видел. Я видел только свои эпизоды, когда озвучивал, весь фильм мне не показывали, поэтому хочу, чтобы фильм получился. Вы побрились в итоге после этого? Нет, я не побрился, потому что у меня... Дело в чем? Дело в том, что у меня сейчас такой набор ролей, где, в принципе, это вот востребована борода, усы. Я вот усы еще поменял, они вот такие у меня были, handlebar, такие с завитушками, такие очень стильные усы. И пока борода моя и усы востребованы вот в этих спектаклях, я пользуюсь этим и хожу вот так. Когда понадобится побриться, я, конечно, бороду сбрею. Ну, какую-то бороду приклею, скорее всего. Пока удобно вот так мне. Совмещать работу в театре и кино, конечно же, сложно. Приходится ли вам чем-то жертвовать? Да, конечно, это безумно сложно соединять. Я, допустим, когда работал в Санкт-Петербурге, я тоже видел, как коллеги разрываются между театром и кино, а еще приходится приезжать там из Москвы, допустим, или из Питера рвать в Москву, а иногда это заграничные какие-то командировки. Конечно, нужно утрясать графики с театром, а в театре не всегда идут навстречу, не всегда понимают, ругаются. Если какой-то артист, матерый, народный артист, ему еще могут пойти навстречу, то ругаются. А если ты молодой, хоть даже уже засветившийся на экранах, то могут ругать. Но, конечно, для любого артиста приоритетом является театр. Для меня приоритетом является театр. Если в театре репетиция, либо что-то еще, конечно, будет в пользу театра, несмотря на то, что в кино зарабатывает больше. Как бы театр — это святое. Этому обучают уже, вот, кстати, на будущее студентам Щукинского училища, любого театрального института, вот здесь закладываются основы. Это священнодействовать. Это священное, святое отношение к сцене. Это самое главное. В театре, потому что ты накапливаешь силы, свои мускулы души качаешь, в кино ты их потом тратишь. Вот так вот как-то. Какой главный совет, кроме этого, вы еще можете дать тем, кто решил связать свою жизнь с актерской деятельностью? Ой, главный совет, наверное, мне кажется, надо очень и очень хорошо подумать, стоит ли этим заниматься, потому что профессия, она очень сложная. Ту легкость, которую видят, допустим, на экране, ту легкость, которую видят на сцене, это та легкость, которая дается с репетициями, ну, с тренировками я еще люблю называть. Занимает, я не знаю, львиную долю всей нашей жизни. Почему говорят театр-дом? Потому что мы там находимся практически каждый день. Мы семью реже видим, чем коллег, с которыми мы на сцене проживаем какие-то жизни. Надо много-много раз подумать, потому что не все будут удачными в этой профессии. К этой профессии нужно относиться как к службе. Мы приходим туда служить. Сцена священная для нас. Если не будет что-то получаться, все равно нужно принимать удар, уметь держать такой удар и продолжать служить этому великому делу, святому искусству. Поэтому надо много раз подумать, прежде чем туда поступать. Большое спасибо, Дмитрий. Это было актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был заслуженный артист республики, ведущий актер Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, выпускник второго набора студии МХАТ Дмитрий Трофимов. Всего доброго.